Вы получаете дар от нашего Небесного Отца, и Он посылает вам бесчисленные знаки, послания, полные любви и света. Однако я понимаю, что многие пропускают эти знамения, игнорируя эти божественные послания. Но если вы здесь, и если вы нажали на это видео, то это потому, что ваше сердце почувствовало призыв Бога к вам. У Него есть чудесный дар для вашей сегодняшней жизни, для вашего здоровья, ваших романтических и духовных отношений. Настал момент, позвольте этим словам с верой коснуться вашего сердца. Сегодня тот день, когда божественные благословения наполнят вашу жизнь, принеся процветание, решение и финансовую победу, которую вы так желаете. Это так прекрасно, так трогательно видеть, как действует Бог, как Он действует ради нас, неся свет на наши пути, принося ответы на наши мольбы. Я чувствую в своем сердце, что это ваше время получить и испытать изобилие, которое Бог приготовил для вас. Оставайся со мной до конца и увидишь, что произойдет. Слушайте внимательно, если вы действительно верите в преобразующую силу веры. Так что оставайтесь со мной, но если вы не верите, если у вас нет веры, то не тратьте время, потому что это послание точно не для вас. Бог тверд, Он не колеблется между двумя мыслями, Он прекрасно знает, кого избрал. Если вы здесь и у вас есть вера, то это слово специально для вас. Вот знак, которого вы ждали, ответ, о котором вы просили, кричали, плакали и молились. Вы искали решение своих проблем, и вот я отвечаю на ваш звонок. Это не случайно, вы слышите эти слова в тот момент, когда они вам больше всего нужны. Мой Святой Дух окутывает и укрепляет вашу жизнь, вашу веру. Я выбрал подходящий момент, чтобы ты почувствовал мою любовь. Я подготовил вас разными способами, словами и фразами с сильными посланиями, написанными в вашей Библии, которые сияют перед вашими глазами, когда вы читаете и слушаете их с искренним сердцем. Напишите «Аминь», если верите этим словам. Сегодня ты подготовил свое сердце, чтобы выслушать меня, возобновить свою веру в меня, подарить мне свою любовь, свое доверие и возложить на меня всю свою надежду. Я слышу твои крики. Вам нужно верить в это, чтобы вас не охватила тревога, думая, что ваши слова не превышают потолка. С первого дня твоего возгласа ангел отошел от моего небесного престола и в своих руках держит ключ к твоему освобождению. Вы очень особенный человек. За вашу жизнь в небесном мире идет битва. Враг хочет свалить вас на землю и не хочет, чтобы вы добились успеха. Но мои армии сражаются за ваше будущее в воздухе против сил зла. Каждый конфликт, внезапно возникший в вашей жизни, не случайен. С этого момента вы должны быть осознанными и очень умными. Будьте осторожны в своих словах, никому не рассказывайте свои секреты. Будьте очень осторожны с теми, кому вы доверяете. Враг хочет поглотить тебя, он находит слабое место в твоей душе, он хочет погубить тебя ложью и обманом, он пытается разрушить твою веру. Ваша судьба таит в себе чудеса и чудеса, вас ждет сверхъестественная жизнь. Возможно, какое-то время вы столкнулись с огорчениями, но помните, что ваши проблемы не вечны, им скоро придет конец. Печаль, которая одолевает вас, скоро пройдет с мужеством и верой.
Встаньте и не позволяйте невзгодам отвлечь ваше внимание. Вам суждено было победить, добиться успеха. Не позволяйте словам других определять ваше будущее. Ты очень ценная личность, потому что ты создан по моему образу и подобию. Те, кто когда-то вас обидел, снова попросят прощения, и вы его получите. Но помни, сохраняй веру и доверие ко мне, даже если от других людей исходят великие обещания, никогда им не верь. Никто не имеет силы благословлять и избавлять от зла, как я, истинное слово, которое могу предложить только я, нерушимо. Поверьте мне, и ваши блага останутся, их не унесет ветер. Не позволяйте пустым словам и ложным обещаниям отвлекать ваше внимание. Вам суждено было испытать сверхъестественное, испытать невозможное и стать свидетелем необыкновенного. Выбери мою любовь, мою заботу, мой комфорт, мои объятия. Серьезно примите решение искать меня каждое утро, впитывая это слово, которое показывает вам путь и дает вам повод для борьбы. Не бойся, я здесь, чтобы выслушать тебя, независимо от того, как ты придешь и как ты себя чувствуешь. Мои уши открыты, и мои двери всегда открыты, даже до восхода солнца. Это идеальное время, чтобы выразить свои просьбы и почувствовать мои любящие объятия. Поговори со мной, потому что твои слова отражают твои мысли. Не стесняйтесь, я здесь, чтобы выслушать вас, поприветствовать вас и поддержать. Поделитесь со мной своими мечтами, потребностями, ситуациями и сомнениями, ведь я твой друг, единственный, кто тебя понимает. Говорите вслух или пишите. Я верю и доверяю Господу. Возможно, вас захлестнули ветры невзгод, вы пережили неожиданные минуты тревоги, ощущая на себе бич презрения и жестокости. Душа твоя сокрушена, но ты должен знать, что тебе нужен мир, и ты найдешь этот мир в моем слове. Я наполню твое сердце силой среди невзгод, принесу тебе спокойствие, когда ты почувствуешь слабость. Держись моих обещаний, и в минуты невыносимой нагрузки приходи ко мне, ведь я всегда рядом с тобой. Времена могут быть трудными, испытания могут быть напряженными, но я здесь, желаю выслушать вас, понять и приветствовать вас. Не позволяйте сомнениям лишить вас благословений, которые вы встретите на своем пути. Знай, что я благословляю тебя, потому что люблю тебя и решил осыпать тебя милостями и милостями. Ты для меня бесценен, глубоко любим и драгоценен. Сегодня особенный день, День Победы, который вы никогда не забудете. Эти обещания скреплены моей собственной кровью. Ты получишь счастье и вечную жизнь, которые я тебе предлагаю. В моем присутствии больше не будет ни слез, ни боли. Откройте глаза, ведь проблемы, с которыми вы столкнулись, скоро исчезнут. Помощь, которую вы ожидаете, уже в пути, необходимое вам продовольствие будет получено. Это поворотный момент, момент трансформации. Вам суждено прожить жизнь, полную изобилия, радости и мира. Не позволяйте ничему и никому сбить вас с пути победы, потому что вы победитель. Продолжайте смотреть это видео и поделитесь им с большим количеством людей. В сегодняшнем слове Бог будет говорить прямо к вашему сердцу. Не прерывайте это сообщение, оно действительно предназначено для вас.
Слушайте внимательно, что Бог говорит прямо сейчас. Перестаньте беспокоиться обо всем, что происходит вокруг вас, и сохраняйте спокойствие, потому что Он уже действует в вашей жизни. Аминь. Господи, на самом деле, Бог направляет меня, чтобы донести послание и ходатайствовать за вас, слушающих меня. Я понимаю, как трудно сохранять веру и упорствовать в вере и молитве, особенно когда обстоятельства крайне запутаны и сложны. Но знайте, что когда Бог заставляет нас остановиться, чтобы дать нам старт, это происходит потому, что это тот день, это час, это момент, когда вы ищете подтверждение. Вы просили Бога прояснить ваши мысли и столкнулись с трудными ситуациями и важными решениями в своей жизни. В разгар этой суматохи возникает неуверенность и страх выбрать неправильный путь. В вашем сердце много сомнений, но Господь посылает меня сказать вам: сохраняйте спокойствие, не принимайте поспешных решений, не делайте поспешных суждений, не делайте поспешных выводов и не позволяйте тревоге и страху руководить вашими действиями. Вы искали подтверждение, взывая к ответам. Послушайте, что Бог говорит вам сегодня. Даже если вы не до конца понимаете, что происходит, продолжайте доверять Ему, потому что Он уже действует в вашей жизни. Так заявляет Господь: в этот момент я действую, чтобы изменить ландшафт, установить новый сезон в вашей жизни. Не думайте, что я не слышу возносимых вами молитв и не наблюдаю происходящего. Я вмешиваюсь за кулисы духовного мира. Вот почему вы можете этого не замечать, но вскоре вы увидите плоды всего, что я сделал до сих пор. Я освящаю каждое ваше решение, чтобы вы не действовали поспешно. Теперь вам нужно сделать глубокий вдох и довериться. Я тот же Бог, который разделил Красное море, и если вы доверяете мне, я проложу путь даже там, где вы думаете, что выхода нет. Я понимаю, что люди, которым ты доверял больше всего, возможно, предали тебя, бросили и разочаровали, но я твой Бог, я верен. Те, на кого вы надеялись больше всего, возможно, ушли от вас именно тогда, когда вы в них больше всего нуждались, но я никогда не уйду. Люди, с которыми вы связались, теперь отвернулись от вас, но я ваш Бог, я никогда не оставлю вас, я никогда не оставлю вас. Ты у меня на ладони, я поведу тебя по пути, я укрою тебя под своими крыльями и оберегу. Я ваш кормилец, я не позволю вам ни в чем нуждаться. Однако очень важно сохранять спокойствие, дышать и оживлять свое сердце. Потому что Господь хочет, чтобы вы знали, что Он сдвинет воду не для того, чтобы причинить вам боль или сбить вас с ног, а для того, чтобы вывести вас из того места, где вы находитесь, и отвести вас в лучшее, более высокое место. На самом деле, я собираюсь отдалить от вас некоторых людей не с намерением причинить вам боль или заставить вас страдать, а потому, что эти люди были настоящими препятствиями, якорями, которые мешают вам двигаться вперед, блокируют ваш рост и мешают вам стать, что ты хочешь, ты был создан. Вы можете столкнуться с неприятными моментами, но это происходит только для того, чтобы изменить те аспекты внутри вас, которые нуждаются в трансформации. Я позволю вам пережить некоторые неудачи, но только для того, чтобы вы развивались, взрослели и открывали в себе дары и таланты, о которых вы даже не подозревали. Это процесс совершенствования.
Бог по-прежнему говорит вам, что некоторые люди будут дистанцироваться, что некоторые люди не являются вашими союзниками, что они не желают вам лучшего и не вносят ничего в вашу жизнь. Следовательно, если кто-то решает уйти, это то, что Бог решил отпустить. Посмотрите, насколько великолепен Бог, как Он изменил всю динамику нашей сегодняшней молитвы, просто чтобы напрямую общаться с вами, говорить прямо с вашим сердцем. Так что больше не сомневайтесь, перестаньте говорить, что Бог вас не слушает, что Ему все равно, что Его не существует. Он прекратил все, что делал, и направил слова прямо к твоему сердцу. Поэтому сохраняй спокойствие. Бог открыл моему сердцу, что прямо сейчас Он обращается к тебе, к человеку, которого Он действительно хочет донести этими словами, до которого Он действительно хочет, чтобы это послание достигло. Бог открыл моему духу, что теперь Он использует мой голос, мои уста, мои слова, чтобы достичь вас, что вы просите знаков, ответов, направления. И первое, что Он дает: будь спокоен, поверь мне, не сомневайся. Оппонент попытается посеять смятение, он попытается заставить вас думать, что я не действую, что я вас не слушаю, но не позволяйте этим сомнениям подорвать вашу веру. Бог все контролирует, противник более чем кто-либо знает, что такое тревожное сердце, сердце, полное страха, как ваше, далеко от меня. Поэтому сейчас самое время для вас сохранить мир и доверие. Я вложил обещание в твое сердце и выполню его. Я благополучно привел вас сюда и благополучно доставлю до конечного пункта назначения. Я умоляю Божественность, чтобы вы стали свидетелями действия Божественного провидения в вашей жизни, творящего чудеса и преобразующего сценарий. Я срочно хочу, чтобы вы молились со мной каждый день. Вы не только укрепитесь в вере, но и вырастете духовно, став настоящим и мощным магнитом благословений. Я также желаю, чтобы вы оказали мне честь ходатайствовать за вас сегодня и в последующие дни. Напишите в комментариях с верой: «Помощь моя от Господа». Заявляйте с верой, когда пишете: «Я вижу, как Бог выходит на поле битвы, сражаясь во имя Твое». Так что не сомневайтесь. Если вы верите, вы представите это, и у вас наверняка будет чудесное свидетельство, которым вы сможете поделиться. Не пугайтесь, когда вы сталкиваетесь с ситуациями, которые, по вашему мнению, вы можете преодолеть самостоятельно. Бог уже обеспечивает. Вы собираетесь присоединиться к этой борьбе, вы не одиноки. Я не верю в совпадения, я верю в божественное провидение. Если вы слышите это сейчас, значит, это движение Бога в вашей жизни, потому что есть битвы, которые вы по-настоящему не выиграете в одиночку, противостояния, которые вы не сможете преодолеть в одиночку. Вам необходимо надежное духовное покрытие. Вот почему я хочу, чтобы вы оказали мне честь молиться за вас каждый день. Поэтому я прошу вас подписаться на наш канал на YouTube, чтобы я мог постоянно ходатайствовать за вас в вашей жизни. Все просто подождите, при нажатии на колокольчик появится значок подписки. Также нажмите сейчас. Прозвучало слово «все». Вы можете нажать без страха. Таким образом, когда бы я ни молился за вас, вы бесплатно получите уведомление на свой мобильный телефон. Чтобы получить благословение дня, вы зарегистрировались.
просите отныне, благословение, победа в вашей жизни будут постоянными. Аминь. Вы когда-нибудь замечали, что когда кто-то снимает видео с неприемлемым содержанием, пьяным содержанием и тому подобное, YouTube с удивительной легкостью распространяет это видео? Но когда мы затрагиваем темы о Боге, кажется, что рамки ограничены, все усложняется. Поэтому ваш жест поддержки очень важен. Это как пароль, который нужен YouTube для выпуска и продвижения наших видео, чтобы они могли охватить и благословить еще большее количество людей. Поэтому я прошу вас поставить лайк этому видео. Теперь сделайте этот жест любви и веры, чтобы это послание могло благословить еще большее количество людей. Давайте теперь произнесем заключительную молитву. О Боже, я призываю Тебя побудить Тебя и излить свои благословения на этого человека. Ты знаешь, Отец, что это предел, порог, охватывающий физическое, умственное, духовное и эмоциональное. Кажется, Отец находится на грани неминуемого взрыва. Прикоснитесь к жизни этого человека. Возможно, вы не знаете меня лично, но у нас есть божественная связь. Она мне как сестра, брат. Действуйте со всей своей силой в его жизни так же, как вы изменили мою. Сотворите чудеса в ее жизни сегодня, а не завтра, потому что она молится. Мы взываем к Твоей срочной помощи, Отец. Действуйте со своим величеством в это время. Посмотрите на эту жизнь, посмотрите на эту ситуацию. Отец Бог, действуй именно в этот момент. Мы верим в чудеса, мы доверяем вашему вмешательству. Сегодня тот день, когда вы посетите этот дом, эту семью. Войди теперь в это сердце, в этот смятенный дух. В нем таится неразбериха, которая царит на каждом углу, куда повернешь и увидишь только беспорядок. Прекрати эту суматоху, о Боже! Принесите победу в сентиментальной жизни этого человека, страдающего сверх меры. Что это за сердце, которое так страдает? Принеси победу, Отец, всем страждущим сыном-наркоманам. Принеси победу, Боже мой, всем, кто сталкивается с мужем, пристрастившимся к спиртному. Принеси победу, Отец, тем, кто обременен невыносимой болью, тем, кто борется с бессонницей, тем, кто ищет работу, тем, кто утопает в долгах. А Боже, принеси победу тем, кто сталкивается с заблокированными процессами, лишенными благ, тем, кто находится в отчаянной ситуации. Совершите чудо для тех, кому поставлен душераздирающий диагноз, для тех, кому предстоит операция. Сделай то, что не могут лекарства, и позволь рукам врачей руководить Твоими руками, о Великий Отец. Мы хотим стать свидетелями чудес, которых можешь достичь только Ты, только Твоей славы. Действуй в нужное время, Отец. Благослови жизнь тех, кто страдает от тоски по тем, кого уже нет, кто не принимает боли. Боже, я бы предложил ему свое дело, потому что он творит чудеса, о которых невозможно рассказать. Небесный Отец, сегодня я прихожу к Тебе с просьбой о Твоем чудесном вмешательстве в сферу моих финансов. Я выражаю Ваше благословение по поводу моего финансового положения во имя Иисуса. Отец, пожалуйста, удали все финансовые трудности из моей жизни и позволь Твоей милости обильно излиться на меня.
Ты сказал в своем слове, что превыше всего желаешь, чтобы я преуспевал и имел хорошее здоровье, как преуспевает душа моя. Пусть Твое слово исполнится в моей жизни, Господь, даруй мне финансовый прорыв и вылей на меня Твое помазание процветания. Благослови дела рук моих и не дай пожирателю повлиять на мои финансы. Здоровье мое исходит только от Тебя, и, как сказано в 1 Паралипоменон 29:12, и богатство, и слава исходят от Тебя, поскольку Ты царствуешь над всеми ними. Сотвори чудеса с моими финансами и позволь мне увидеть избыток Твоих благословений в моей жизни. Пусть моя чаша переполнится в изобилии. Отец, я молюсь и прошу Тебя открыть небесные окна и излить свои благословения на мою жизнь. Я возлагаю на Тебя свое финансовое бремя, Господь, сотри мои слезы и благослови меня процветанием свыше. Пусть Твоя благодать поддержит и обеспечит все мои нужды по Твоему богатству во Христе Иисусе. Богатство и честь исходят от Тебя. Отец, помоги мне в моих финансах, чтобы я мог быть благословением для тех, кто в этом нуждается. В притчах 10 часов 22 минуты говорится, что благословения Господни обогащают, а не прибавляют печали. Благослови меня обильно, Господь, чтобы я мог преуспевать во всем, что делаю. Я отменяю все планы врага против моих финансов и заявляю, что буду процветать и наслаждаться хорошим здоровьем. Благослови мой бизнес, помоги ему расти и процветать, а также создай отличные средства к существованию и финансы для всех участников. Я молюсь, чтобы Ты направил меня к возможностям, которые принесут мне процветание и успех. Я разрушаю любой план, который препятствует росту моих финансов. Псалом 37, 23-24 говорит мне, что Господь утверждает стопы того, кто радуется Ему, хотя он и споткнется, но не упадет, потому что Господь поддерживает его руками. Отец, пожалуйста, удали все, что мешает росту моих финансов, во имя Иисуса. Даруй мне творческие идеи для ведения моего бизнеса и увеличения моих финансов, поскольку притчи 16:3 побуждают нас доверять свои дела Тебе. Вступая в ноябрь, будьте готовы к необыкновенной неделе, полной счастья, любви и гармонии. Чудесное исцеление и полное выздоровление от болезней и долгов будет вашим. Бог уводит вас от боли, борьбы и нужды в период исцеления, легкости и изобилия. Это ваше время триумфального возвращения, жизни в изобилии, счастье и успехе. Богатство войдет в вашу жизнь без особых усилий, открывая многочисленные возможности без особых усилий с вашей стороны в ближайшие месяцы. Ваша любовь, духовная жизнь и финансы превзойдут все ваши ожидания. Помните, что вы не одиноки, Бог обещает всегда быть с вами, Он проведет вас в трудные времена, принеся мир и радость в вашу жизнь. Оставьте свое бремя и живите для Бога, заменив страх верой. Вас ждет новая глава, полная безграничных возможностей. У меня есть сила превратить вашу жизнь из финансовой борьбы в богатство и изобилие, заменив заботы радостью и процветанием. Независимо от того, с какими проблемами вы сталкиваетесь, Бог сильнее всего, с чем вы сталкиваетесь. Доверьтесь Его силе, и на горизонте уже не за горами большие перемены. Верьте, что Бог осыпает вас благословениями, о которых вы молились. Сегодня будет день,
полный хороших новостей, благословений, роста, возможностей, исцеления, любви и Божьего благоволения. Прогресс, успех и неожиданные благословения приходят в вашу жизнь точно так же, как Авраам и Иосиф годами ждали исполнения Божьих обещаний. Бог готовит вас к дверям, которые вот-вот откроются в вашей жизни. В следующие 6 месяцев вы обретите машину своей мечты, новый дом и солидный банковский счет. Смех, фантастические новости и невероятные сюрпризы приходят в вашу жизнь. Если вы верите в это, введите 2020, чтобы заявить об этом. Небесный Отец, сегодня я полагаюсь на Твое Слово и призываю Твою сверхъестественную силу творить чудеса в моей жизни. Позвольте вашей силе свободно течь в моей жизни и внести изменения в мое сердце. Пусть Твоя сила покажет мне, что делать, чтобы получить мои чудеса. Даруй мне сверхъестественную проницательность, чтобы распознавать истинные слова и действия, обращенные ко мне. Пусть Твоя сверхъестественная сила поможет мне понять, кто я. Пусть чудеса, которыми изобилует моя жизнь, принесут вам обильную славу и внимание. Пусть Твоя сверхъестественная сила исправит каждую слабость в моей жизни. Я получаю силу в Твоей силе и силе. Сила Всевышнего Бога, наполни меня своим помазанием и не позволяй врагу получить доступ к моей жизни. Уничтожь все, что мешает чудесам случаться в моей жизни. Господь, позволь Твоей силе сойти на меня и удалить все болезни и боль из моего тела. Спасибо Тебе, Господь, за силу Твоего Святого Духа. Я молюсь, чтобы Ваша сверхъестественная сила помогла мне желать и страстно стремиться к своим духовным дарам. Умножь все в своей жизни и победи все зло, как сказано во 2 Паралипоменон 26. Ты властвуешь над всеми царствами народов, и сила и могущество в Твоих руках. Наполни меня своей силой, ибо у меня нет своей. Я предстал перед Тобой, чтобы Ты мог делать со мной все, что пожелаешь. Верни мне полное здоровье во Христе Иисусе. Молюсь за спасение моей семьи и дома. Всемогущий Отец, да светится Твое имя, Твоя сила безгранична и Твоя сила не знает границ. Я благодарю Вас за то, что Вы сделали для меня. Я благодарю Тебя за Твою мощную руку, которая лежит на моей жизни, за Твой свет, который сияет во мне. Я прошу Тебя о новом чуде сегодня, чтобы высвободить Твои благословения в моей жизни. Благослови меня верой всегда верить в Твою высшую силу чудес. Дай мне благодать ходить верой, а не видением. Небесный Отец, я возвышаю свой голос в молитве, вспоминая слова Псалма 34:7, в котором говорится, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Господи, я смиренно прошу Тебя, пошли своих ангелов охранять меня день и ночь. Пусть они будут на страже, защищая и направляя меня, очищая каждый путь, по которому я иду, от опасностей, и защищая меня от всего, что стремится причинить мне вред. В Деяниях 27:23-24 нам напоминается об утешающем присутствии ангела, посланного Богом, которому мы принадлежим и которому служим. Точно так же, как Ты успокоил Павла в ту роковую ночь, я верю, что Ты со мной, и мне не следует бояться. Я благодарю Тебя, мой Господь и Учитель Иисус, за драгоценный дар жизни
и за то, что Ты всегда был рядом со мной, направляя меня своей заботой, любовью и благодатью. Ты царь царей. Теперь я поднимаю перед вами свою семью и близких. Я молюсь, чтобы вы были нашей сильной защитой от любой духовной атаки, которая может встретиться на нашем пути. Защити нас, умоляю Тебя, от огненных стрел лукавого и избавь нас от его злых намерений. Вы наше прибежище и наша сила, наш нерушимый источник доверия и защиты. Как любящий Отец, укрой их своими крыльями, Господи, и спрячь нас в своем тайном месте, где мы находим убежище. Пусть Твоя драгоценная кровь сделает нас неприкасаемыми для любой силы тьмы. Я смело отменяю любой план врага, направленный против меня и моей семьи, во имя могучего Иисуса. Я верю в Твое божественное вмешательство, Отец, что, когда наши противники объединятся, чтобы спланировать против нас зло, Ты посеешь среди них смятение, и их планы не увенчаются успехом. Пусть они никогда не осуществят своих пагубных планов относительно нашей жизни. Я доверяю Тебе, мой Небесный Отец, потому что Ты наше прибежище и наша сила. Во имя Твое молюсь. Аминь. Отец Небесный, я прихожу к Тебе с сердцем, полным благодарности и уверенности, вдохновленный словами 91 псалма, как написано, заявляю, что обитаю под кровом Всевышнего и нахожу покой под сенью Всевышнего. Ты мое прибежище и сила, мой нерушимый источник уверенности и защиты. Как любящий Отец, укрой меня перьями Твоими, Господи, и укрой меня под крыльями Твоими. Защити меня от обмана нечестивцев и избавь меня от их злых намерений. Ты непрестанная помощь в мои трудные времена, и я искренне прошу Тебя защитить меня от путей злодеев. Защити меня от их взглядов, Господь. Господь, во времена неопределенности и уязвимости я осознаю, что моя жизнь и цель находятся в Твоих любящих руках. Напомни мне, Боже, о Твоей неизменной доброте и верности, и дай мне руководство, пока я иду в неизведанное. Помогите мне разрушить стены страха, которые я построил, и дайте мне возможность довериться безопасности моего сердца, руководствуясь Псалом 16. Я устремляю свой взор на Тебя, Господи, зная, что с Тобой по правую руку от меня я не поколеблюсь. Мое сердце радуется, и мое тело отдыхает в безопасности. Даруй свою защиту всем моим усилиям, ибо я твердо доверяю только Тебе. Я заявляю, что не убоюсь ужасов ночи, стрел дня, скрытой болезни или разрушения в полдень, ибо Ты, Господи, со мной. Ты освободишь меня и защитишь меня. Укажите путь. Свет появляется, когда облака закрывают солнце. Помни, что я остаюсь рядом с Тобой даже в моменты одиночества, когда человеческое присутствие ослабевает. Я вечное присутствие, которое никогда не ослабевает. Послушайте мои слова. Вы обладаете внутренней силой, которую большинство не может понять. Испытания, которые вы пережили, битвы, в которых вы участвовали, лишь часть шедевра, который представляет собой путешествие вашей души. Я возносил тебя каждую осень, как свидетельство неразрывной связи между Творцом и Творением. Я не колебался раньше и не буду колебаться сейчас. Вы развились до неузнаваемости, и я уверяю вас, что моя работа с вами еще далека от завершения. Я призываю вас простить, освободиться от груза обид, которые вы несли.
Сдерживание обиды только продлевает боль. Позвольте мне нести это бремя, ибо я несу его охотно. Путь к исцелению вымощен прощением, и когда вы отпустите обиду, волна мира окутает вас, как солнце встает каждое утро. Пусть ваше сердце возносится к благодарности и хвале даже в самые неспокойные времена, когда мир вертится в хаосе. Помните, что я – постоянная твердость в минуты слабости. Шепот: «Не бойся, сын мой, ибо я поддержу твои шаги и направлю тебя, когда мы вступим в новый день». Пусть ваша вера в меня будет скалой, на которую вы опираетесь, непоколебимой и вечной среди нарастающих волн неуверенности. Помни, что я твое убежище в бурю. Укрепи утомленное сердце, даруй терпение страждущим и укрепи тех, кто борется с жизненными испытаниями. Буйный ветер может потрясти вас, но помните, что я – якорь, который удерживает вас во время шторма. Я обещаю вам, что благословения, которые я изолью на вас, будут ослепительно сиять на всеобщее обозрение. Ваше доверие ко мне не напрасно, поскольку ваша непоколебимая вера приведет вас к чудесам, превосходящим ваше воображение. В течение своего существования вы станете свидетелем трансформаций, оставаясь при этом стойкими и готовыми к переменам. Я открою благословения, превосходящие ваши самые смелые мечты. Радуйтесь, ведь вселенские линии веры вашей дарят вам неожиданные чудеса. Избавьтесь от груза беспокойства и доверьтесь мне. В тихие часы, когда слезы льются дождем, помни, что я рядом с тобой. Те, кто ушел из вашей жизни, расчистили путь новым компаниям. Я слышал неслышимое, был свидетелем невидимого, и прежде всего, я люблю тебя безграничной любовью. В минуты вашей молитвы, когда слова смешиваются с шепотом вашего сердца, я узнаю вашу мольбу во вращающихся колесах существования. Я повторяю ваши призывы к отдыху, миру и пониманию. Эти космические потоки несут ваши намерения, и я обнимаю их с распростертыми объятиями, в то время как Вселенная разворачивает свое великое полотно. Я вам заявляю, готовьтесь, ведь эмоции танцуют на горизонте. Неожиданные благословения, как звезды, усеивающие ночное небо, засияют в вашей жизни. Освободите себя от своего бремени, своих забот и доверьтесь мне, потому что я готов изменить ваш мир. Позвольте волнам моей благодати нести вас, ибо грядут перемены невообразимых масштабов. Позвольте голосу Вселенной резонировать внутри вас, отражая божественное послание по галактикам и мирам. Вас любят, направляют и готовы отправиться в путешествие, которое бросает вызов пределам воображения. Держитесь твердо, потому что Вселенная с вами, оказывая непоколебимую поддержку и готовая открыть главу великолепия в вашей истории. Вы уже прошли через испытания, теперь настало время благословений, которые украсят ваш путь. Бремя, которое вы несли, и уроки, которые вы извлекли из жизненных испытаний, придали вам мужество. Вы столкнулись с неожиданными несчастьями не из-за ваших ошибок, а из-за намерения противника повлиять на вас, как ветер на пшеницу. В разгар своего отчаяния вы выпустили семена, которые, политые вашими слезами, нашли плодородную почву. С верой наблюдайте, как в результате землетрясений появляется яркий росток. Примите эту истину в своем сердце, в этом году вас ждет обильный урожай.
Те семена, которые вы считали безжизненными, воскресли, принося плоды прекрасных, подлинных и обильных благословений, обогащая ваше духовное путешествие, не вызывая печали. Вы находитесь в правильном месте для процветания. Осознайте, что я ваш проводник и поставщик. Если вы хорошо относитесь к другим и принимаете мои заповеди, обеспечение будет поступать. Отбросьте сомнения и пессимизм, возвысьтесь в вере и станьте свидетелем удивительных чудес. Это не простая игра, здесь нет случайностей, магии или расплывчатых утверждений. Мое святое слово исполняется непременно, приспособленное к моей воле. Если вы искренне стремитесь к переменам, процветанию и трансформации, я могу преобразовать вас, потому что у меня есть сила изменить сердце и умы в одночасье. Однако ваша вера по-прежнему важна. Вы вступаете на новую территорию, где решаются судьбы и преображаются жизни. Пока вы слушаете, закладывается фундамент для прочного будущего. Примите истину о том, что вашей семье не обязательно страдать от духовной бедности или эмоциональных потрясений. Вам суждены мечты, недоступные для вас сейчас, и я укреплю вашу веру, помогая вам с уверенностью получать и делиться грядущими благословениями. Страдания превратятся в силу, твоя боль исцелится прикосновением любви. Почувствуйте эти нежные объятия даже посреди суеты и суеты жизни, которые укрепят вашу душу и успокоят разум, контролируя бурные эмоции, вызванные тревожными новостями. Верьте, что жизнь продолжается, бури пройдут и божественное помазание запечатает ваше будущее. Ни один враг не сможет лишить вас благословений или помешать вашей цели. Я могу превратить сопротивление в возможность. Доверьтесь моему неизменному намерению, ибо я пришел спасти, вести и даровать вечную жизнь. Отвергните ложь мира, поддержите свое доверие ко мне и твердо стойте перед лицом провокации, которая стремится украсть ваш покой. Твоя любовь ко мне защищает тебя. Я ценю тебя, сын мой, хоть ты и столкнулся с одиночеством. Мои объятия сейчас утешают тебя, укрепляя божественным и ободряющим. Пойми, я всегда буду тебе нужен, даже когда дела идут хорошо. Пока искуситель пытается подорвать вашу веру, я помогу вам в делах, с которыми вы сталкиваетесь, прогоняя ваши мучения и ваши мучительные мысли. Отбросьте идею поражения, вы не сможете потерпеть поражение, если доверяете всемогущему Богу. Избавьтесь от разочарования и вместо этого позвольте огню божественной любви зажечь ваше сердце. Положитесь на мои обещания, примите слова, которые я вам передаю. Ваши враги могут попытаться свергнуть вас, но вы больше не слышите их голосов. Примите жизнь и позвольте своей вере процветать. Послание Бога к вам таково: проявляйте доброту ко всем и относитесь к ним с уважением, ибо я готов даровать вам благословение и вести вас через замечательные путешествия, превосходящие ваше самое дикое воображение. В трудные времена я поднимусь над невзгодами, освященный своей силой среди тьмы. Вы будете свидетелем, лишенным тайны, о которой многие, как мои дочери, так и мои сыновья, были проинформированы, но не все хотят верить. Некоторые уклоняются от принятия подарков, заменяя принятие оправданиями. Они склоняются к тем, кто увековечивает рабство, печали и страданий,
отвергая мои благословения, слова и заверения. Однако я говорю вам, что я ценю вас и умоляю вас поверить. Не тратьте время на сомнения, а лучше держите мои благословения в своих руках. Я признаю вашу уникальность, будучи свидетелем этого неоднократно. Твоя вера в меня тверда, и моя любовь к тебе не имеет границ. Прими мое благословение, укрывшись в моих объятиях, под моей опекой. Не нужно бояться тех, кто противостоит тебе, потому что я буду рядом с тобой. Хотя проблемы могут увеличиться, знайте, что те, кто противостоит вам, будут сбиты с толку и пристыжены. Даже сейчас, когда они собираются с намерением победить, мое вмешательство неизбежно. Через считанные дни вы развернитесь, и ваши противники исчезнут из поля зрения. Разочарование растет среди тех, кто не может победить вас, не осознавая, что ваш величайший союзник на вашей стороне, ваш Бог, ваш Спаситель. Доверьтесь мне, потому что не существует непреодолимых препятствий. Верьте, действуйте и двигайтесь вперед. Я с вами, оставьте свои страхи и неуверенность позади, они всего лишь пережитки прошлого. Хватай свой меч и вступай в бой. Приготовьтесь к каскаду благословений, сопровождаемому победой над предстоящими испытаниями. Я буду освещать твой путь, предлагая решение каждой затруднительной ситуации. Я помазал тебя своим духом, маяком исцеления и ободрения для бесчисленных сердец. Ваша семья также будет благословлена, гармония наполнит ваш дом, поскольку мое присутствие проявит свою силу. Невзгоды будут побеждены и никогда не вернутся. Ищите меня, и в моих обещаниях и словах вы найдете утешение для своей души. Доверься, ведь я твой фундамент, твой хранитель, твой источник жизненных сил и спасения. Протяните руку, и камни преткновения ускользнут от вас. Я твой щит, твой восстановитель, твоя сила. Исповедуйте свою веру в меня с непоколебимой убежденностью, держась за веру всем своим существом. Любовь пронизывает эту связь, поскольку я был, есть и всегда буду рядом с тобой. Возносите молитвы за своих близких, ваши мольбы имеют силу. Их борьба не скрывается за внешними улыбками, есть внутреннее мучение. Преклоните колени перед моим алтарем и ходатайствуйте, и я окутаю вашу семью духовной защитой. Враг будет побежден, зло и несчастные случаи будут рассеяны, мудрость будет вселена, закрытые двери откроются, открывая ранее скрытые возможности. Сила, спокойствие и вдохновение будут сопровождать ваши разговоры, свободные от обидных слов. Поймите их эмоции, погрузитесь в их борьбу и с любовью держите их рядом с собой. Благодаря моему помазанию они потекут, разрывая цепи, исцеляя сердце под моими словами, обеспечивая, чтобы мое имя с благоговением отзывалось в вашем доме. Вы станете свидетелем постепенного исчезновения проблем, замененных моим господствующим присутствием. Преобразование коснется жизни, будет формироваться характер, заблудшие души будут искуплены и приведены к благословению. Держитесь за меня, не сбиваясь с пути негатива. Ваш мощный план осуществится без препятствий. Если у вас дома пылкие верующие, вам необходима искренняя молитва. С рвением и верой вы устраните препятствия, обеспечив победу. Вы любимы, они любимы.
Найди утешение во мне, твое настоящее и будущее присутствие будет в моей руке. Благословения жизни подтверждают ваш выбор, свидетельство вашего доверия моему слову. Скептики будут восхищаться сверхъестественными чудесами, которые я совершаю через вас в грядущие дни. Поднимите лицо ваше, слезы прекратятся, спокойствие окружит вас, воцарится радость. Прислушайтесь к моим обещаниям, читайте Библию в спокойном размышлении и питайте свою душу. Почувствуйте глубокую силу, возникающую внутри вас. Ваши молитвы услышаны, мои благословения соответствуют вашему благополучию, принося свободу и процветание. Изобилие не породит печали, и вы не будете скованы долгами или невзгодами. Ваш дом будет процветать, нерушимым и устойчивым. Радуйтесь своим благословениям, ваш рост не умаляется. Представьте себе, что вы вступаете в жизнь, в которой ваши эмоции освобождены, где вы отпускаете тяжелое бремя вины за прошлые ошибки. Представьте себе путешествие, в котором вас не сдерживают наложенные на вас наказания, а вместо этого вы можете свободно использовать возможности для достижения успеха. Это все равно, что сбросить старую кожу и обрести вновь обретенное чувство свободы. Идя по этому пути, воспринимайте его как путь роста, как уход за садом веры, который цветет с каждым шагом. Закройте глаза и почувствуйте мое присутствие рядом с вами, мягко призывающее вас принять, казалось бы, невыполнимые задачи. Думайте обо мне как о любящем Отце, который проведет вас через лабиринт сомнений и страхов к обещанию триумфа. Я выбрал тебя, чтобы ты был каналом благословений не только для себя, но и для тех, кто тебе дорог. Давайте разорвем цепи добровольных ограничений, которые так долго сковывали вас. Представьте, как эти цепи падают одна за другой, когда вы всем сердцем признаете, что вы мой любимый ребенок. Борьба, с которой вы столкнулись в прошлом, выковала в вас непоколебимый дух, подготовив вас подняться над сомнениями и полететь с вновь обретенной уверенностью. Уроки, извлеченные из прошлых сражений, теперь станут вашим арсеналом мудрости, которая будет определять ваш выбор и формировать вашу дружбу. Подчиняясь моей воле, вы идете прямым и справедливым путем, и настало время для новой главы. Представьте себе, что вы переступаете порог царства, где процветают чудеса и льются песни радости. Представьте себе эти благословения как реку силы, дающую чувство удовлетворения, которого вы так жаждали. Предстоящее путешествие может показаться пугающим, и иногда могут собираться грозовые тучи, но я хочу, чтобы вы знали, что я ваше убежище, ваша сила. Всякий раз, когда усталость угрожает одолеть вас, представляйте, как вы кладете голову мне на плечо и находите утешение в моем присутствии. Вы никогда не одиноки, потому что я ваш непоколебимый друг, готовый выслушать вас без осуждения. Ваш голос имеет огромную силу не только в ваших молитвах, но и в том, как вы говорите о себе и своих обстоятельствах. Представьте свои слова как сияющие мечи, которые прорезают сомнения, печаль и негатив. Визуализируйте силовое поле позитива, окутывающее ваше окружение и отталкивающее любую тьму, которая пытается проникнуть внутрь. Теперь представьте, что ваше жилое пространство превращается в оазис спокойствия, где воздух наполнен умиротворяющим ароматом. Это безопасное святилище, охраняемое небесными существами,
готовыми защитить ваших близких от любых духовных невзгод. Вы здесь не случайно, вы были выбраны намеренно. История вашей жизни была написана с любовью еще до того, как Вселенная сформировалась. Представьте, что каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это шаг к тому, кем вы стали. Почувствуйте силу в своих костях, упорство в своем духе и решимость в своем сердце с этой новой ясностью. Принесите утешение этой женщине, которую предали, бросили, обманули и унизили. Повышает любовь к себе, самооценку и возвращает радость жизни. Отныне пусть будет мужество, воля, отвага и решимость противостоять вызовам, преодолевать препятствия и осуществлять свои мечты. Открой дороги, а Отец сломай цепи и стены. Окружите этого человека своей добротой, своей огромной любовью и благополучием во всех сферах. Не завтра и не послезавтра, но сейчас, в этот самый момент, во имя Иисуса я молюсь и верю, о Великий Отец. Аминь.